Привет, малыш! Предлагаю тебе отгадать загадку. Любит прыгать и летать, хлеб и зернышки клевать. Вместо «здравствуйте» привык говорить всему чик-чирик. Отгадал? Молодец! Это воробушек, да? Воробей. Я сегодня предлагаю тебе смастерить вместе со мной, с родителями, вот такого друга себе, коробушка. А для этого нам понадобятся нитки серого цвета и светло-коричневого и темно-коричневого цвета. Клей силикатный я использую. Для пришивания глазок нитка с иголкой, бусинки, 2 бусинки для глазок и подсолнечное семечко. А еще нам понадобятся бумажные салфетки для набивания птички, наши птички. Для лапок проволока и кисточка. Еще нам понадобится шаблон картона, вырезанный из картона размером 13 на 10. Это шаблон нам понадобится, чтобы намотать нитки. Итак, начинаем. Для туловища берем серую нитку и наматываем на длинную сторону картона. Намотали нитки и обрезаем с нижней стороны. Это, как я говорила, будет туловище нашей птички, голова и животик. А для спинки берем темно-коричневую пряжу и опять начинаем наматывать на длинную сторону нашего картона. Отрезаем то, что мы намотали. Опять кладем наши серые нитки. Теперь наматываем темно-коричневую нитку для крылышка. Для крылышка мы наматываем на короткой стороне, по короткой стороне, которая у нас 10 сантиметров. Опять с нижней стороны. Нитку для крылышек связываю посередине одной ниткой. Так получилось. Теперь серую нитку вниз, коричневую и туда. Так, с этой стороны связываю. Тут вам могут помочь родители, или вы можете помочь подхватить, держать, чтобы было удобнее завязывать. Завязали. Так. И верхнюю коричневую ниточку тоже берем, одну нитку отсюда, и тоже связываем. Надо следить, чтобы вся пряжа легла аккуратно, чтобы нигде не было выбежек. У нас получились вот такие 2 завязанные кисточки. Кладем кисточку таким образом, и крылышко можем перпендикулярно. А теперь для брюшка нам нужна будет салфетка. Можно взять 2-3 салфетки и скомкать комочек. Этим комком мы набьем брюшко нашего воробушка. Пойдем сюда. Аккуратно тоже вываживаем ниточки. Снизу привязываем ниткой. Вот одному делать неудобно, с помощью мамы или кого-нибудь взрослого у вас получится быстрее. Вот завязали вместе спинку и животик. А теперь надо подровнять серые нитки. Тут длина нам не нужна, поэтому убираем. Хвостик уже подравниваем. У нас получился красивый хвостик. А теперь оба крыла берем
аккуратно сложим и тоже завяжем к туловищу. Так, завязали. А теперь нам надо подровнять таким же образом, как хвостик, крылышки. Для лапок берем вот такую проволоку для творчества. Оно продается разноцветным. Я взяла черный цвет и обрезала вот на нужные мне части. Чтобы мне было удобнее крепить, я делаю его П-образной формы сначала и потом сгибаю таким вот образом. У меня должны получиться вот такие лапки, поэтому беру маленькие кусочки, сюда вставляю и скручиваю. Крутить надо туго, чтобы потом оно не упало, когда мы будем играть с нашим новым другом. Вот, у меня получилось. Чуть длиннее я обрезаю. Вот, лапки готовы для нашего воробья. Теперь я беру клей и приклеиваю к туловищу. Нанесла клей и приклеиваю к туловищу нашего воробья. Там, где у нас завязка, да, и клей хороший и держит хорошо. Мы приклеили, а теперь нам надо приклеить клювик, семечко подсолнечное. Так, также берем клей. В глазок нашего воробья я взяла 2 черные бусинки. Сейчас я буду их пришивать. Новый дружочек воробушек готов. Теперь у моего воробья появился новый маленький друг. Таким образом можно еще сделать синичку. Вот я сделала. Можно сделать еще и снегиря. Еще разных птичек. Спасибо за внимание.